Коми подходит к финалу обсуждения новых проектов в рамках региональной программы «Народный бюджет» на 2022 год. На сегодняшний день осталось провести 5 из 450 запланированных народных собраний. При этом проекты победителей этого года уже переходят к стадии реализации. Так, в сельское поселение Трусово уже прибыл купленный в рамках народного бюджета молоковоз. Реализуют проекты и в Ухте. Подробности у Виктории Науменко. На днях в клуб Ухтинского микрорайона Дальний поступило долгожданное световое оборудование, закупленное в рамках программы «Народный бюджет». 4 вращающихся головы, 8 прожекторов заливного цвета и 2 театральных. С ними творческая жизнь клуба заиграет новыми красками, как и сцена. С помощью световых эффектов любое сценическое действие можно подать в разы интереснее, делится руководитель клуба. Новые возможности опробуют уже на концертной программе ко Дню Победы. 9 мая у нас театрализованное представление, концертное. Уже все у нас со светом, с подсветкой, все какие-то моменты трагичные, веселые, все у нас это будет поддержано светом, поэтому мы уже писали сценарий, чтобы он был нацелен именно на свет, чтобы это было все по-другому совершенно играло. В прошлом году на собрании жители микрорайона поддержали большинством голосов именно замену светового оборудования зала. Оно обошлось в 550 тысяч рублей, и около 20 тысяч на условиях обязательного софинансирования внесли сами граждане. Совершенствование учреждений клубной системы – как раз та работа, которую можно постепенно выполнять в рамках относительно небольших средств, предусмотренных народным бюджетом. Например, на капитальный ремонт учреждения средств не хватило бы, а вот эффективно решить локальную проблему вполне возможно. Так, еще 2 проекта народного бюджета в сфере культуры в Ухте на этот год – ремонт и замена оборудования в клубах поселка Сидью и Ярига. Уже сейчас приступили к началу работ по ремонту входной группы филиала клуба поселка Сидью. То есть будут заменены витражи над входом, и входная группа, двери непосредственно будут заменены. Тоже эстетический вид красивый придаст и энергоэффективность свою покажет. И также будут в течение года реализован еще один народный проект оснащения зрительного зала одеждой сцены в клубе на Ярике. В сфере образования в этом году в Ухте реализуют 3 проекта народного бюджета, причем один из них по новому направлению – создание комфортной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья. Первый проект касается 23-й школы Ярига. Там уже начались работы, ведется закупка необходимого оборудования для того, чтобы в школе была создана специальная санитарная комната для детей с ограниченными возможностями здоровья с позиции опорно-двигательного аппарата. Жители микрорайона Ветлосян получат новый досуговый центр на базе актового зала школы номер 8. Там проведут ремонтные работы. А в школе номер 14 на Водном уже реализуется проект по развитию компьютерной грамотности для пожилых людей. Будет приобретено компьютерное оборудование для школы по работе с нашим старшим поколением, то есть схема такая: мы дети, мы взрослые. То есть дети будут обучать наших пенсионеров работе на компьютере, доступности в социальные сети и так далее. В рамках народного бюджета в Ухте в этом году будет реконструирована спортивная площадка у входа на лыжную базу УРМЗ. Проведут благоустройство в деревнях Паромис, Лайково, Кемден. В Кемдене замена ограждения кладбища, входная группа. Там ворота, и по 50 метров вправо-влево будет металлический забор, красивый должен быть сделан. В Лайково модернизация уличного освещения. Там будут заменены 20 светильников, старые, которые сейчас есть, на светодиодные с фотоэлементами для включения. И третий – это тротуар в деревне Паромис. 540 метров тротуара. Если в 2020 году в Коми было реализовано 237 народных проектов, то в этом году до 1 ноября реализуют 427 по 13 направлениям в 268 населенных пунктах на общую сумму более 260 миллионов рублей из регионального бюджета. Виктория Науменко, Павел Лагутин, телеканал Юрган, Ухта.